Везде мусор валяется, ни дороги нет, ничего. Где это все? У нас Бангладеш. Позорище, позорище. 12 число истекающего месяца привлек внимание наиболее активной части жителей города Шопохова. Намечалась встреча населения с губернатором Чуйской области Элькимбеком Аширбаевым. Ареной массовки был определен Дом культуры. Полномочного представителя президента самого самодостаточного региона страны сопровождали представители всех официальных служб области. Интересы местных жителей представили наиболее активный местный бомонд количеством, превышающим 100 жителей. Невзирая на свою малочисленность, жители проявили очень сильную озабоченность состоянием жизнеобеспеченности своего населенного пункта. Проблемы города Шопохова стали темой программы «Специальный репортаж» государственной телерадиокомпании ЛТР Кыргызской Республики с осени 2025 года. Именно тогда рабочую группу телепрограммы пригласили на юбилейное мероприятие города со славной историей. Но, как оказалось, в действительности горожане имели массу рукотворных проблем, приведших горожан к печальной, полной лишения рукотворных проблем жизни с прорванными канализационными сетями, с нехваткой питьевой воды, разрушенными дорогами и угрожающей жизни горожан экологией от деятельности предприятий, загрязняющих выбросами опасных веществ городской воздух. Реальное решение этих вопросов. Вы градообразующее производство, вы мощный завод, у вас есть средства. Вот какую помощь вы предложите, какой проект вы ведете для улучшения инфраструктуры? Ну, какую-то вот малую толику на себя возьмете. Да, вот мы сейчас совместно с мэрией хотим сделать пятилетний план, там, договора намерения. В эфир вышли несколько критического толка репортажей о жизнедеятельности главного промышленного градообразующего гиганта сахарного завода «Кошой». Определение не наше, как видите, а его генерального директора. Сахарный завод «Кошой» является уже более 80 лет градообразующим предприятием сначала села Новотроицка, а теперь города Шопохова. Критика в репортажах возымела ответную реакцию. На имя генерального директора телеканала было направлено от имени обиженных респондентов претензия на действия сотрудницы ГТРК госпожи Максимовой, автора программы «Специальный репортаж» на однобокость характера освещения, носящего много, опять же, по мнению обиженной стороны, заведомо ложной информации, построенной на искаженных и недостоверных фактах. Стиль и текстуру претензий передаем без изменений, с угрозой о вынужденности подачи иска в судебные органы с требованием опровержения всех ранее опубликованных телекомпанией материалов, а также обязательно в таких случаях компенсации материального вреда и материальных убытков обиженной стороны, в настоящем случае открытого акционерного общества «Кошой». Претензия подписана реальным лицом, а именно рукой генерального директора П.Н. Немченко. Сахарный завод «Кошой» является уже более 80 лет градообразующим предприятием сначала села Новотроицка, а теперь города Шопохова. Немного истории. Завод «Кошой» национализирован до, имеется в виду события 2010 года. В 2011 году было снято с завода внешнее управление президентом Атамбаевым. Тогда же завод был продан частным владельцам. За 15 лет под эгидой частной собственности в форме хозяйствования не раз в официальных проверяющих органах поднимался вопрос законности приватизации и возможной национализации предприятия. Это уже тема другого расследования специального репортажа. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Программа «Специальный репортаж» не раз поднимал вопрос об угрозах экологии и здоровью населения города, рукотворно созданных рядом предприятий, в том числе и сахаропроизводящим заводом «Кошой». Об этих и других нарушениях экологии и инфраструктуры города соответствующая информация была предоставлена авторам на последней встрече с губернатором Аширбаевым на встрече с горожанами. Жолубуз талкаланып, могу кошойдун машиналары, хобалары өтүп,
Күзден жасқа чейин ылайбыз, балкычпыз, балкычка минип отурабыз. Ал эчтеке эмес, жастан кайра күзгө чейин чаңда болот. Кече мурдагы чоң борон чапкында эчтеке көрбөй үйүбүздүн ичине чейин чаң. Ал эчтеке эмес, Кошойдун бир мусорларын алып келип туруп, биз Кагатный поленин тушунда турабыз, промышленный 5 деген улицада. Ошол улица эми азыр карасаңыз машина өтсө чаң, жүзүндө кобалар келип, ошол жерге машиналарын коет дагы, таң атканча күрсүлдөтүп, жүргүсүп, жылынып, биз ошолордун жытын жутпайбыз. Жолубуз тар. Ал эчтеке эмес, жол жок, скорый келбейт. Мен абышкам 81-ге чыкты, 2 группа инвалид. Бутусунуп 2 жылдан бери үйдө. Скорый келбейт. Мен өзүм сахар менен ооруйм, давление менен ооруйм, скорый жолубойт. Такси андан бетер келбейт, жолуңар жаман деп. Кошойго кирип жасайлык жаса деп айталык десе, Кошой киргизбейт таптаса. Кошой боюнча Кошойдун өкүлдөрү барбы? Эгерде заводдун иштешинде шаарга, ошол шаардын тургундарына эгерде көчөлөргө жанагындай ыңгайсыз шарттар түзүлө турган болсо, андай шарттарды оңдош керек. Андай шарттарды мэрия биргеликте Кошойдун жетекчилери менен азыркы айткан көйлөгөйдүн баарын чечиш керек. Насколько программа «Специальный репортаж» сумела воссоздать характер нарушений законодательных процедур в своих расследованиях? Об этом по порядку. Итак, какие санитарные нормы в указанном городе Шопохов должны были регулироваться базовым законом? Конечно, это закон об охране здоровья населения. Ситуация загрязнения окружающей среды отходами производства, свекловычным жомом и фильтрационным осадком на сахароперерабатывающем заводе Кошой в Шопохово – это очень серьезная проблема, это экологическая проблема. Это проблема, которая наносит огромный ущерб здоровью вот этого населения. И вот сегодня утром мне еще раз позвонили, что на Промышленной улице завод сегодня вылил все свои отходы. Кодексом о правонарушениях, а также Уголовным кодексом при тяжелых последствиях программа критикует, есть за что. Пока ни одна инстанция не довела защиту ущемленного физического здоровья жителей города до логического юридического завершения, наказав нарушителей, то бишь производство с частной формой собственности, кого, естественно, интересует только личная прибыль. Оказалось, все проверяющие службы в силу своей компетенции юридически слабыми, даже под защитой базовых законов. Времена и нравы меняются. Верится, что насаждение новых законов, усиление имеющихся, наконец заставит граждан Кыргызстана жить, следуя нормам законодательных процедур и чувствовать себя законно защищенными. Теперь, что ждет на законодательной платформе нарушителей безопасности жителей и экологии города, и не только пресловутого Шопохова? В парламенте Кыргызстана рассматривается законопроект о введении особого режима для промышленных объектов, создающих угрозу экологии и здоровью жителей регионов. Документ предлагает создание специальных охраняемых зон застройки СОС вокруг жилых массивов. Наша камера снимает участок улицы Промышленной, расположенной вдоль хозяйственного участка свеклоприемника завода Кошой. 3-4 жылдан бери көстөй эле түртүлүп мусордун баары ушул жерге жаныбызга келип калды. Ар жагы болсо чыла. Ар жагы тимеле момундай килейген чоң көл чыла жатат. Мусорду биз илгери полифильтрация кылып барып ташып салчубуз. Андай экеле самосвал иштечи тимеле күнү-түнү иштеп туруп жок кылып салчу. Иштегиле деп кайтали самсала эле сага ошол нерселерге стучаться этебизби? Действительно, как она сказала, есть ваше решение. Есть курултай, можно. Анан факты. Город сам, как мы живем. Вот этот запах, оказывается, мы доказать не можем. Теперь предприятиям, загрязняющим воздух, предусмотрена возможность временного приостановления деятельности заводов при прямой угрозе здоровью людей до полного устранения нарушения. Разрушение дорог в Шопохове перегруженными машинами – это признанная острая сезонная проблема, напрямую связанная с логистикой открытого акционерного общества Кошой. Разрушение дорог в городе Шопохово перегруженными машинами – это острая сезонная проблема.
напрямую связанные с действиями сахарного завода. Сахарный завод отказывается принять участие в восстановлении этих дорог. Во время уборки урожая сотни фур везут сырье на завод через городские улицы, которые не рассчитаны на такие нагрузки. Кто должен контролировать указанную логистику? Конечно же, мэрия города. Она должна отвечать за состояние городских дорог, организацию дорожного движения и утверждение маршрутов для грузового транспорта. Чтобы держать в узде нарушителей дорожного движения, обязательно привлечение к надзорной деятельности соответствующих служб Министерства транспорта и коммуникации Кыргызской Республики. Они обязаны осуществлять весовой контроль. Из-за нерасторопности аппаратчиков мэрии установление весогабаритного поста лично у автора специального репортажа вызывает огромное сомнение. Мэрия могла зарабатывать хорошие деньги, штрафуя нарушителей требования перевозки большегабаритных грузов за перегруз. А пока акционерное общество «Кошой», предприятие с частной формой собственности, присвоив право на собственность всех промышленных скважин с питьевой водой, требует через суд уплату задолженности потребителей питьевой воды у мэрии. Остается дать совет представителям местных властей: учитесь, участников, зарабатывать копейку. Теперь отдельно о службе местных представителей государственной автоинспекции. Они опять же в симбиозе, согласовывая свои действия с местной властью, обязаны контролировать соблюдение знаков, запрещающих въезд больших грузов, и фиксировать нарушение правил дорожного движения. Бир дагы ишкана, бир дагы мекеме, анын кандай гана менчик ээси болбосун, мамлекеттик болобу, жеке болобу, же жанагындай акционердик коом болобу, бир дагы ишкана айлана чөйрөгө, жаратылышка жана ушул жерде жашап аткан тургундарга жана шаардын инфраструктурасына залака келтирбеш керек. Далее, утвердив таким образом свои права, местная власть могла бы реально предъявить как главному виновнику трафика, руководству Кошой, претензии с привлечением последних к социальной ответственности, например, финансированием ремонта разбитых дорог. Прошла в городе Шопоков встреча с губернатором Чуйской области Элькимбеком Аширбаевым. Через несколько дней по приглашению депутатов Шопоковского городского кеңеша город посетила официальная делегация депутатов Жогорку кеңеша Кыргызской Республики во главе со спикером парламента Марленом Маматалиевым. Как сработают депутаты парламента по нарушениям прав граждан, народ в ожидании. Уже был прецедент. Горожане его еще не забыли. Шопоков шаарында жайгашкан ЖЧК Лахор Стиль Микс аттуу темир чыгаруучу заводдун ишмердүүлүгүнө байланыштуу эл арасында чоң нааразычылык жаралууда. Главная новость месяца: подписан президентом указ за номером 181, ужесточающий требования к работе местных властей с населением, который делает работу с населением одним из ключевых критериев оценки местных органов власти. Любые проблемные вопросы жизнедеятельности населения чиновники должны рассматривать с выездом на место. За грубое, формальное или неуважительное отношение к гражданам указ требует проводить проверки. Совет гражданам: изучайте законы, а не на вашей защите. И немного дегтя любителям претензий на законные действия государственных служб. Нам, государственным средствам массовой информации, поручено постоянно освещать меры по дебюрократизации и улучшению работы с населением. Мы готовы к исполнению задания.